Дітику вишко, доти поле гурал, отой наде володимира, Шаймуратов генерал, отой наде володимира, Шаймуратов генерал. Храбрых конников по праву старый вырастил Урал, заслужил навеки славу Шаймуратов генерал, заслужил навеки славу Шаймуратов генерал. Шли полки башкир в атаке, провожал седой Урал. Впереди на аргамаке Шаймуратов генерал. Впереди на аргамаке Шаймуратов генерал. Сен ятғанмай, инің ұлыдарың Урал. Шолар менен дұшман қырды Шаймуратов генерал. Шолар менен дұшман қырды Шаймуратов генерал. Шаймуратов генерал. Шолар менен дұшман қырды Шаймуратов генерал. Вспомним пламенные годы, опаленные войной. Шаймуратовцы вступили в свой смертельный бой. Он единственный в республике, уникален тем, что содержит фильм в формате 3D-маппинг о жизни и деятельности Шаймуратова. Идет он 7 минут, очень короткий, но содержательный, на 3 языках. Английский объясняем, для чего у нас. Для гостей, иностранцев, которые у нас в год прибывает, до 17 тысяч человек. Мы принимаем иностранных гостей. Да. Сейчас я вас приглашу сюда, в темный угол, так назовем, посмотреть фильм. А потом уже продолжим. 15 августа 1899 года в селе Бештяки, ныне Шаймуратова, Кармаскалинского района, родился мальчик Минигари. Отец его, Мингас, был малоземельный крестьянин. Мать Минигари, Биби Тайфа, умерла рано, когда ему было всего 10 лет. Необходимость самостоятельно зарабатывать на пропитание заставила его устроиться батраком в дом местных богачей. Не только в Башкортостане, но и далеко за его пределами, в Украине, Белоруссии, Волгоградской, Курской, Воронежской и других областях
Всюду, где проходила 112-я башкирская, 16-я гвардейская кавалерийская дивизия с боями, имя Минигали, Мингазовича Шаймуратова и тысяч конников почитаются по достоинству высоко. 3860 воинов дивизии награждены орденами и медалями. Да, можете познакомиться на планшетах, у нас здесь будет подробная фотография. Можно пофотографироваться. Есть несколько версий нахождения этого дома. Якобы на месте нахождения дома сейчас стоит школа, а есть еще одна версия, что на месте дома памятник. У нас вы еще не были возле нашего памятника. Конная статуя, вторая по величине Пустила Тилаева в нашем парке. Вот сейчас от нас вы проедете туда. Вот одна из версий, что на этом месте именно был этот дом, и там родился генерал. А точной версии нет, потому что, ну, сами понимаете, генералу уже 23 года, когда он родился, эти люди уже ушли. Сколько племенников, про племенников получается? Вот сетка такой ходит. Ну, модный, очень модный, да, прям Модный. Ну, вот здесь. Да, ну, здесь вообще прям француз. Ну да, это европейский бренд. Ну, очень грамотный получается для деревенского парня. Владел вон сколько языками. Потому что на гармонии играл. Может У быть, него да. слух хороший, конечно, на все языки. А, вот да. Да. Просто так же. Китайский, да, он изучал, он при помощи словаря мог общаться, он для себя там, вот записи там его, если вы смотрите. Вот здесь интересно всего. Как он для себя этот пытался и написал, и главное при помощи вот этих иероглифов, да, словарик. И человек же разбирался не просто так. Они же близкие все-таки языки, башкирский, турецкий. Ну да. Это же тюркские Но языки. посмотришь вот на это каракули, совсем не близко для нашего языка. Ну, они же тогда писали латиницей или Но это очень сложно. арабская вязь. Спасибо Институту за прекрасную экскурсию. Спасибо большое вам за организацию. Спасибо. Хорошо. Тогда сейчас в парк поедем все вместе. Да? Сейчас в парк. А магнитики. Классно. Помним пламенные годы, опаленные войной. Шаймуратовцы вступили в свой смертельный бой. Шаймуратов генерал, Шаймуратов генерал. Сталинград он защищая, всю Россию защищал. Слава, слава, слава на века, будем помнить вечно земляка. Слава, слава, слава на века, будем помнить вечно земляка. Тыл врага был грозный, страшный, каждый бой легендой стал. В рейде вел бойцов отважных славный генерал. Шаймуратов генерал, Шаймуратов генерал. Сталинград он защищая, всю Россию защищал. Слава, слава, слава на века. Меня зовут Францина Закирова, и я вам немножко расскажу о 112-й башкирской кавалерийской дивизии и о Шаймуратове. Все эти экспозиции посвящены
Вот 112 башкирской кавалерийской дивизии. В 1941 году началось формирование дивизии. В 1941 году началось формирование дивизии. Мы уже знаем тоже чуть-чуть. С 1 по 9, 10, 11 у нас классов нет. И учителей тоже 10, нас 10. Да. А вы сами что преподаете? Русский язык и литература. А можно какой-нибудь кабинет посмотреть? Да, конечно. Вот кабинет. Музей, где ваш музей? Да. А картина этот Шмуратов написана? Да. Кто писал? Вот точно не могу. Я в этой должности. Нужен же диплом, состоять. В каком году переименовали? Вот фотографии, которые не вернулись с войны, наверное. Участники бывших года. В 12 году родился, не вернулся. Ну вот же они, да, послевоенные уже. Некоторые после войны. Детская студентка. Да, у нас самый большой класс это 14 учеников, это в 9 классе. А там уже по 10, по 5, по 6. Вот счастье. У вас по 40 человек. А ваш школе есть Стас Шмуратова? Нет. Надо? Мы работаем Хотя, да, надо было смотреть. Это как фильм. Я все не согласна с этим. Вы считаете, что он не был пленным, да? Не был. Ну вы просто представьте себе ситуацию. Генерал в плену. Тут бы в 43-м году под Сталинградом растрезвонили на всю страну. Когда считали долгое время. А там считали же, да, все же дали подачу, что он был в плену. Но даже когда генерал бывает раненый, около него кто-то остается. Не могли даже его как бы, я не знаю, мне просто интересно. Ну вот одна из версий, в общем, но в личном деле написано, что он пропал без вести. Я не пропал. По одной версии они под Сталинградом, да, с офицерами вышли в открытое поле. Им сказали, что впереди есть небольшие силы противника. И вот силами вот этой вот дивизии должен был произведен прорыв. И в открытом поле они немцы подпустили очень близко их на расстоянии до 100 метров и открыли ураганный огонь. Вот. И сначала был ранен конь, потом он сам. И после этого появились записи в личном деле, что он пропал без вести. Ну вот вы думаете, если бы он был в плену, неужели бы об этом не стали трезвонить по всей стране? Что генерал Шаймуратов оказался в плену? Вот. Он, Ирина Геннадьевна, он же попал без сознания. Он своему секретарю сказал, что его не забрали. Приказ был, что он остался.
Волынска в возрасте 99 лет. Он вот 16 октября умер. Все-таки у меня была тайная надежда, что мы с ним очередной День Победы встретим, но не получилось. Но я что хочу сказать, как знамени наша 16-я гвардейская дивизия. Я хочу сделать акцент, что это единственная добровольческая дивизия, которая дошла до Берлина. То есть вместе с ней уходили и калмыцкая дивизия кавалерийская, и чечено-ингушская, кабардино-балкарская, но они были все расформированы по разным причинам. Кто-то утерял знамя, кто-то просто был практически полностью уничтожен, но вот нашей дивизии в этом отношении повезло. Я все-таки считаю, что здесь огромная заслуга Минигалиме Шеймуратова. Вы как раз таки можете увидеть капонину, которую приносят ребята-поисковики с мест, где воевала наша дивизия. В основном это с Луганской Народной Республики. В первой витрине предметы это немецкого солдата, в середине это предметы советского солдата, и здесь ребята обычно сувениры какие-то делают и нам дарят. Здесь на фотографии мы выбрали, конечно, первоначально на фронт уходило порядка 4000 человек, но мы, когда эту стену, работали с этой стеной, брали фотографии, где более-менее видны лица, потому что очень нечеткие фотографии, и поэтому только 100 фотографий. На самом деле в этой дивизии воевало около 4000 человек. В курсе, наверное, что сейчас есть библиографический сборник «Шеймуратовцы», который выпустил Всемирный Курултай. Там фамилии 2700 человек. Но эта книга будет переиздаваться, так как очень многие, когда потомки кавалеристов, когда увидели эту книгу, отправили нам своих предков, которые воевали в этой дивизии. Те вещи, которые вы видите как раз-таки в витрине, они настоящие. То есть, если, например, в витринах ордена Шеймуратова, конечно же, это не настоящие. По закону мы не имеем права выставлять настоящие предметы. А здесь вот как раз-таки юбилейная медаль, благодарственные письма, вещи, которые принадлежали кавалеристам, настоящие. Да, она как раз-таки выставлена, то есть у них есть такие возможности, им позволяют такое, да. Часть документов и часть вещей, так как мы филиал Республиканского музея боевой славы, конечно, там информации очень много, просто у нас очень тесно, всего не выложишь. Еще есть вопросы? Привозите своих школьников, приглашайте нас к себе, приезжаем, рассказываем, показываем. Сделать, да? В школе виртуальную экскурсию можно сделать в школе. Ну вот вы знаете, буквально в пятницу у нас было совещание с Лапшиной Натальей Михайловной, где она как раз-таки говорила о том, что мы должны отработать по Пушкинской карте. У нас есть опыт, мы ездили в Кушнаренково, жили там буквально целую неделю, и в день по 7-8 экскурсий проводили, видеолекторию. Первая часть это была теоретическое мы рассказываем, а вторая часть это уже интерактив, потому что детям очень сложно все запомнить, а через игру таким образом да, запоминается. Ясно. Можно что-нибудь проработать? Да? Тоже не менее легендарная личность. Дело в том, что он единственный герой Советского Союза, генерал-майор. То есть, когда мы говорим, например, о Мусе Гореева, он дважды герой Советского Союза, но в звании полковника. Поэтому мы такой акцент тоже проводим. Да, они акцент такой есть, да, генерал-майор. Да. Они были высокие, и всегда, когда остановка была, они хорошо вот перед бойцами и Кусимову Шеймуратову. Ты знаете историю, да? Просто земляка Кусимова надо урок провести по своему Тагиру Кусимову, что земляк. Знаете, информацию тем более. Спасибо, дальше, мы дальше видим.